Здравствуйте! Это новости на канале Новый век, в студии Андрей Лана. Смотрите сегодня. В Туве молодым семьям начали выдавать свидетельства на улучшение жилищных условий. Самый интересный и зрелищный. В Кызыле прошел второй день форума робототехники. Помочь тем, кто нуждается. На нашем канале вновь стартует проект «Республика добра». Об этом и не только, подробнее. В Туве молодым семьям вручили свидетельство на улучшение жилищных условий. Оно дает право на получение социальных выплат, которые можно направить на приобретение или строительство жилья. Торжественное вручение прошло в скульптурном комплексе «Центр Азии». Свидетельство получили 19 семей. Торжество приурочили к Международному дню семьи, который был накануне и в рамках Года молодежных инициатив, объявленного в Туве. Поздравила обладателей свидетельства и наша съемочная группа. И сегодня необычный день. Сегодня Международный день семьи. Давайте друг другу поаплодируем. Необычным днем стал Международный день семьи для 19 молодых супругов. Все получили свидетельство на улучшение жилищных условий. Документ дает право на получение социальных выплат, которые можно направить на приобретение или строительство жилья. Я думаю, что для вашего дальнейшего развития, для вашей дальнейшей жизни это будет очень серьезным подспорьем. Сэкономлены будут годы, время, и это время вы могли бы потратить на своих детей. Еще раз хочу поздравить вас и позвольте порадоваться за вас. Для участия в программе в этом году отобрано 227 молодых семей. Вручение свидетельств было проведено во всех муниципалитетах. Каждая семья из 19, которые присутствовали здесь, представляли отдельный муниципалитет республики. Это 17 районов и 2 городских округа – Кызыл и Агдоврак. Работает почтальоном по сопровождению и обмену почты в Тескемском Кажуне. Семья строит дом площадью 100 квадратных метров в селе Самовалдай Тескемского Кажуна. Семья Мангушей Айлан и Белек ждали заветную субсидию 8 лет. Белек Мангуш является главой крестьянско-фермерского хозяйства Чалыма в селе Чергакы Дзумхемчикского района. Глава семьи занимается выращиванием сельхозкультур, в том числе пшеницей, овсом, ячменем. Общая площадь сельхозугодий 50 гектаров. А жена работает фельдшером Кызылского дома-интерната для престарелых инвалидов. В этой программе участвуем с 2009 года. И у нас 3 детей. Дом у нас 100 квадратных метров, одноэтажный частный дом. Благодаря свидетельству достроим наконец-то наш дом. Как мы мечтали, дом будет красивый, большой. 143 семьи направят средства госпомощи на строительство жилья. Таким образом, будет введено в строй около 10 тысяч квадратных метров жилья в этом году. 65 семей погасят ипотечный кредит, 19 из них купят жилье. Общий объем финансирования под программой составил около 114 миллионов рублей. Диана Баймбуз-Буянаюн, телекомпания «Новый век». В Туве с 15 мая стартовала кампания по сбору налоговых задолженностей населения. Распоряжение об этом утвердило правительство республики. Общая сумма долгов физических лиц по 3 видам налогов – транспортному, земельному и имущественному – на 1 апреля составила 128,5 миллионов рублей. Как сообщили в Минфине республики, являющимся координатором акции, кампания продлится до 15 июня. С помощью месячника власти республики рассчитывают снизить объем задолженности по налогам физических лиц на 20%. Налоговикам в сборе долгов будут оказывать содействие специальные рабочие группы, создаваемые из сотрудников финансовых управлений местных администраций. Им предписано проводить рейды и подворовые обходы должников. Случаи с особо крупными задолженностями будут рассматриваться межведомственной комиссией. Кампания по сбору налогов практикуется в Туве с 2015 года и, как считают в налоговой службе, вполне оправдывает главную цель – снижения налоговой задолженности. В результате за месяц было погашено более трети долга. Почти настолько же уменьшилась за период кампании общая сумма всего налоговых недоплат населения. Росстандарт запустил государственный проект по подтверждению соответствия продукции требованиям ГОСТов. Чтобы принять участие в проекте, производителям необходимо передать Росстандарту заявку на участие, сообщило ведомство.
Компании, которые пройдут испытания, получат право ставить спецмаркировки на свои товары, знак национальной системы стандартизации НСС. Также компании внесут специальный реестр на сайте Росстандарта. Наценку на продовольственные товары предложили ограничить 30%. Вместе с тем, по всей стране начинают проверять товары на соответствие ГОСТам. Если продукцию промаркируют с ошибкой, то производителя будет ждать штраф до $500 000 в случае введения потребителя в заблуждение. И о курсах валют. Доллар стоит 56 рублей 53 копейки, а евро 61 рубль 84 копейки. Изобретатели Тувы представили свои кибермашины на первом республиканском форуме робототехники. Он проходит в Кызыле в Тувинском государственном университете. На форум приглашены все учебные заведения, начиная от детского сада до вуза. Правда, принять участие могут лишь те, кому нет 30 лет. Сегодня второй день форума, и он оказался самым зрелищным. С тувинскими изобретателями и их работами познакомилась Диана Баянбугус. Сумо – зрелищное соревнование. Правда, на этот раз в качестве спортсменов роботы. Робот Вероники Закамалдиной оказался самым сильным. Вероника не на шутку увлеклась робототехникой всю свою сознательную жизнь. Девочка учится в 15-м лицее в 3-м классе. Такое хобби дочери Татьяны Закамалдина объясняет увлечением и математикой. Поэтому девочке алгоритмы и математические программы даются легко. У нас в школе есть внеурочные занятия. В 15-м лицее у нас есть кружок по робототехнике. Там мы занимаемся. И потом она занимается у дяди своего, просто частно занимается робототехникой. Просто ей нравится. У нас сейчас нету робота, мы бы вам показали. У нас дома даже мы покупаем роботов в Китае там, или где, просто собираем. Но ей нравится. И вот на соревнованиях вот этот робот Сумо, он что-то почти всех победил. Только 2 проиграл. Только 2 проиграл, да. Но вчера здесь, когда открытие форума было, так было интересно, что женщина одна выступала, и она говорит, что скоро роботы заменят врачей. Вот я думаю, наверное, мы будем конструировать роботов для медицины каких-нибудь или что-нибудь типа того. Почему-то я так подумала. Герман Кулар учится в гослицее в 8 классе. Мечтает стать IT-специалистом. Хочет создать свои приборы, которые будут работать на микросхемах и значительно упростят жизнь человека. Мы собирали робота для того, чтобы участвовать на соревнованиях. Они могут ездить, также еще не только ездить, но вообще разные функции. Можно на Arduino умные дома составлять, там схемы составлять радио. Здесь представлены самые разные роботы. Вот, например, роборука – отечественное мышление. Заграничные аналоги не имеют в каждом суставе свой мотор. Это рука-манипулятор. Используется в космической, военной или медицинской практике, а также может работать как поводырь. Если человек теряется в пространстве, рука начинает пищать и давать импульсы и двигаться в нужное направление. Давайте прервемся на небольшую рекламу, а после продолжим. Бабушка знает, где что покупать. Помидоры на рынке, а мясо у Семеновны. Технику-то дешевле в интернете. Смотри. Стиральная машина Bosch с загрузкой 7 килограмм всего за 21 990 рублей. РБТ.ру. Надо тебе чехол для планшета связать. Как быть, если срочно нужно квартиру, дачу купить или по кредиту меньше платить? Банки процентом не балуют, а какие-то вообще не жалуют. У нас есть решение. Кредит под залог от Восточного. Хорошее предложение. 8 800 100 ровно 7100. ПАО КБ «Восточный». 29 мая в Национальном театре имени Виктора Кругола Национальный ансамбль песни и танцев «Саяны» приглашает на закрытие 48-го концертного сезона «Золотые стрелы мечты». Билеты в кассе театра. Это новости, мы снова в эфире. Наша телекомпания возобновляет проект «Республика добра». В нем мы будем рассказывать о тех, кому так нужна ваша помощь. Ведь только вместе мы сможем хоть немного сделать мир лучше.
Начнем мы с братьев наших меньших. Бездомных животных на улицах Кызыла большое количество. Вот только бездомными они стали в большинстве случаев по вине человека. Так не пора ли нам ситуацию менять? Ведь кроме нас помочь беззащитным животным некому. Сегодня мы познакомим вас с Глашей и Тихоном, кошкой и котом, которые нашли временный приют у неравнодушных людей. Группы зоозащитников «Любимцы» и «Хатика» уже на протяжении многих лет помогают обездоленным и брошенным животным. Огромное количество вчерашних домашних любимцев, которые по стечению обстоятельств или же из-за человеческой жестокости выброшены на улицу, взяли к себе на передержку зоозащитники. На сегодня у них более 40 кошек и собак. Все они разные, но объединяет их одно. Они не потеряли веру в человека и ищут самого лучшего, чтобы подарить им свою любовь и ласку. Есть, конечно, животные, которые попадают к нам в тяжелом состоянии. То есть кошки, которые пострадали от рук человека. То есть у нас такие кошки, которые были избиты, выкинуты там где-то между лестничными площадками. Они проходили долгую реабилитацию, лечение. Все хотят себе маленького котенка, но ведь взрослые кошки такие же ласковые, говорят зоозащитницы. Например, Глаша – девушка голубых кровей. Ее нашли в январе в одном из подъездов города. Позвонили поздно ночью, сказали, что кошка сидит между этажами и замерзает. Ситуация такая случилась, что на следующий день Глашу уже избили очень сильно. Выкинули ее между лестничными, получается, пролетами вниз до первого этажа. То есть ее уже девушка, которая ее нашла, утром нашла уже в ужасном состоянии. Сегодня Глаша полностью восстановилась от полученных травм, и этот комок счастья ищет себе новый дом, где никогда не предадут и не выбросят на улицу. Так и Тихон на вид очень похож на знаменитую породу мейн-кун. История Тиши аналогична с Глашей. Грязного и замерзшего нашли в подъезде. Я не понимаю, почему еще на данный момент его не забрали. Это просто чудесный кот. Он огромный, мечта любого. Огромный жирный кот на диване, да, как бы говорят, иногда такое звонят, говорят, вот нам нужен котенок, чтобы он вырос в огромного там жирного кота ленивого, чтобы он лежал, а мы тут на него любовались. Как вариант, это на самом деле Тиша. Он спокойный, он любит внимание людей, он вообще безумно любит. То есть вот на ручки погладиться, то есть там об ножки постоянно потереться, он вот такой вот, он прям вообще любит людей. Вы хоть раз видели, как плачет котенок, живущий в подвале? Вы смотрели в глаза обиженной людьми собаки? А я видела, как умирает маленькое чудо, которое не смогли спасти, и от этого становится так больно, что порой хочется всех их спасти и не отдавать в руки жестоким и бессердечным людям, признается Анна. Но не всегда и моральные, и материальные условия позволяют всех бездомных собрать в одном месте. Поэтому на сегодня более 20 самых ласковых в мире кошек и щенков ищут свой кров и верных друзей по жизни, которых они будут радовать своим урчанием или же звонким приветственным лаем после долгого и скучного рабочего дня. Чинчика Шпукол, Чинчи Самбугай, Расхавалыги, Игорь Стародумов, телекомпания «Новый век». Если вы не можете забрать к себе домашнего любимца, то можете помочь бездомным животным кормами, перевязочными материалами или же транспортировкой от места передержки до ветеринарной клиники. Также защитникам животных очень нужна материальная поддержка, потому что перед тем, как найти хозяев для животных, зоозащитники их лечат и стерилизуют. Подробная информация в группах «Любимцев» ВКонтакте и Одноклассниках или можете позвонить по номерам, которые на экране. Сегодня состоялся очередной радиоквест «Замес майонез» на радиостанции «Голос Азии». Партнером квеста вновь выступил ресторан «Горыныч». В эту пятницу ему исполняется 5 лет, и подарком для слушателя стал денежный сертификат на праздничную вечеринку. Чтобы выиграть приз, необходимо было разгадать загадку и первым прийти на зашифрованное место. Узнаем, кто сегодня был самым быстрым. «Замес майонез», «Голос Азии». Слушайте, классное радио, я всегда слушаю его. Шанс попасть на день рождения ресторана «Горыныч» есть у каждого. Денежные сертификаты будут разыгрываться до конца недели на Первом республиканском FM-радио. Самое время узнать прогноз на завтра. В ближайшие сутки в Кызыле ожидается переменная облачность, возможен дождь.
Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 13, днем плюс 21, плюс 25. По данным Главного управления МЧС по республике Тува, местами в регионе ожидается шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление 700 миллиметров ртутного столба. На этом все. Передаю слово моей коллеге Анастасии Масловой. Далее в эфире программа «Патруль». Не переключайтесь. До свидания.